Здравствуйте! Сегодня в эфире программа «Интервью дня» и с вами я, Сайгын Бюрбю. 11 сентября в России проводится Всероссийский день трезвости. В этот день специалисты призывают еще раз обратить внимание на проблему алкоголизма. Цифры статистики удручают. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, каждый год около 700 тысяч россиян умирает от причин, связанных с алкоголем. Смерть 30% мужчин и 15% женщин в стране прямо или косвенно связана с употреблением алкоголя. Об этой проблеме и о мерах профилактики алкоголизма поговорим с заместителем главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики с Натальей Викторовной Агаповой и заместителем главного врача Республиканского наркологического диспансера Салимой Анатольевной Доржу. Что такое День трезвости, что за дата и когда она у нас появилась? Ну, что такое День трезвости? То есть, почему, начнем с того, что почему эта дата организована, да, потому что, ну, не секрет, проблемы с алкоголизмом во всем мире на высоком уровне, да, поэтому 11 сентября в свое время это было духовный праздник, и с этого дня, вот 11 сентября, начинается пост, и в связи с этим была отмена, ну вот, что придерживаться нужно запретом алкоголя, и поэтому вот 11 сентября был Всероссийский День трезвости объявлен. Но также у нас есть Всемирный день трезвости, который мы празднуем 3 октября. То есть все эти праздники, или, так сказать, дни здоровья, да, которые ведутся как в мире, так и в Российской Федерации для того, чтобы народ привлечь к какой-то ответственности, к какому-то ведению здорового образа жизни. Вот, поэтому сегодняшняя вот наша передача очень, кстати, подошла. Да, у нас сейчас ведутся и ограничительные мероприятия, да, там, и мы боремся сейчас все вместе с ковидом, да, то есть, но статистика, в общем-то, нас, конечно, подводит в том смысле, что народ все равно продолжает у нас употреблять алкоголь. Вот. Ну, есть некоторые такие вот слухи, да, ходят, что алкоголь иногда противодействует ковиду, правильно? Это правда? Нет, это, конечно, это неправильно. Наоборот, при употреблении алкоголя снижается иммунитет, снижается ориентация человека, то есть он не начинает, ну, плохо себя ориентируют в пространстве и так далее. То есть и здесь, конечно, алкоголь, почему у нас еще, да, то есть это же распространение. Естественно, когда люди выпивают, они выпивают компаниями, да, поэтому это способствует распространению этого заболевания. Но ни в коем случае. Еще есть, бушует такое мнение, что курение тоже вызывает, ну, что меньше люди болеют ковидом, которые курят. Это тоже фейк. То есть ни в коем случае не нужно таких два разных такой болезни, можно сказать, и то, и другое это болезнь. Если логически думать, то табак, он портит легкие. Да, то есть, конечно, это усугубляет свое, наоборот, курение усугубляет дальше развитие ковидной болезни. Ну, итак, что такое алкоголизм? И как он развивается? Почему люди становятся алкоголиками? Алкоголизм, если доступно для всех сказать, это хроническое прогрессирующее заболевание. То есть человек становится психологически и физически зависим от алкоголя. При употреблении, вот начинается все систематическое употребление, то есть по праздникам, там, по каким-то датам отмечают, но при систематическом употреблении человек может не заметить, как он становится зависим от алкоголя. И поэтому начальная стадия, первая стадия вот, алкоголизма, там вот эта грань не так существенна, но человек теряет контроль, то есть потребляет с каждым разом больше и больше алкоголь, ну и спиртсодержащие напитки. И вред для организма уже как необратим. То есть вот на сегодняшний день, например, за 8 месяцев, да, около 3100 человек состоит на учете с алкогольными расстройствами. То есть это получается 1% населения Республики Тыва болеют вот этой болезнью. И что хочется сказать еще, что с каждым годом увеличивается процент вот именно женского алкоголизма.
То есть на сегодня уже 60% это женщины, зависимые от алкоголизма. Вот у нас республика, это БИЧ, да, у Да. нас женский алкоголизм. Вот скажите, пожалуйста, это вот вы сказали 60%, да? Да. Это очень Получается, большая если цифра. раньше, несколько лет назад, было большинство, то есть это мужчины, потребляющие алкоголь, а сейчас женский алкоголизм прогрессирует. Какие факторы? Ну, это в первую очередь, наверное, нереализованность женского начала, то есть женщины, девушки сидят с детьми, то есть занимаются бытом. Дальше, ну вот на примере, да, вот мужчины там могут после 40 лет там найти, как на сторону пойти, и вот как-то более душевная вот эта боль, Больше да, психологическая зависимость и развивается у женщин, то есть быстрее, чем у мужчин. У нас процент... Ну, сколько человек излечивается Да, от излечивается. алкогольной зависимости, это очень трудноизлечимая заболеваемость, потому что это психологическое и физическое влечение имеет. И поэтому в среднем около 20-23% излечивается. И хочется сказать, что на начальных этапах, например, начальная первая стадия, там легче можно излечить человека, чем на последних стадиях алкоголизма. Вот есть такое выражение «тихий алкоголизм». Можете сказать об этом? Ну, тихий алкоголизм – это вот как раз первая, вторая степень тяжести заболеваний, которые вроде бы как и окружению не видно, родственникам не видно, да, то есть человек сидит дома, например, да, то есть, но он может скрываться, например, что он употребляет от родственников, от своих, да, там, что вот он, это сейчас встречается вот много среди молодежи, да, то есть, которые вот у нас сейчас не секрет тоже, что пивной алкоголизм это у нас бич всех алкоголиков, да, так можно грубо выразиться, да, потому что доступность, во-первых, этой продукции, да, а во-вторых, ну, что вроде как слабоалкогольный напиток, да, то есть вроде бы как он ведет меньше к зависимости, ну, наоборот, то есть все вот эти вот добавки, которые находятся в пиве, да, то есть они наоборот вызывают вот эту вот пивную зависимость, да, поэтому вот как понять, что тихий алкоголик, то есть это тот, который сидит дома без компании, обычно одинокие люди, да, вот такие вот втихую, вот. Так называемый пьет под одеялом, да? Да, может, сидя дома смотря телевизор, да, там и так далее. Вот, то есть те, которые уже у них заторможенная речь может, то есть они не могут выразить свои мысли. То есть это вот люди, которые, ну, действительно не осознают в первую очередь, что они не считают, что они алкоголики. Они не считают. Поэтому это страшное, потому что когда человек не осознает того, что он делает, да, то есть это, конечно, пока до человека дойдет, он уже переходит более в тяжелую степень тяжести, и уже, к сожалению, сейчас много очень осложнений от употребления алкоголя. То есть и тоже это ни для кого не секрет, что среди заболеваний желудочно-кишечного тракта у нас занимает это гепатиты, и гепатиты именно токсические, которые развиваются на фоне употребления алкоголя. Это тоже не секрет, и люди умирают от этого тоже, к сожалению. И в молодом возрасте, это тоже трудоспособный возраст, до 55 лет, вот бич, вот организм перегорает быстрее, да? Там, понимаете, там, потому что алкоголь действует на все органы и системы нашего организма. Но в первую очередь у нас страдает это головной мозг и желудочно-кишечный тракт, это печень, потому что печень является источником, который идет на переработку алкоголя, да, то есть который как раз утилизирует его. И, соответственно, если употребление, ежедневное употребление, даже если 0,5 литра, да, там пива ежедневно, там может у кого-то больше, да, то есть это уже зависимость идет. То есть люди не пьющие считается, когда люди употребляют раз в квартал. Это вот не пьющие. Люди, которые, даже если они употребляют еженедельно, это уже считается зависимые, уже зависимые люди. Вот. Поэтому у нас такой вот бушует, да, тоже вот раз в неделю по пятницам, да, то есть это алкоголизм.
Это Систематическое алкоголизм. Да, это потребление. систематическое употребление алкоголя. Тем более у нас очень много праздников, да, и каждый праздник люди начинают возлиять. Да. Как можно избавиться от алкоголизма? Вот вообще возможно ли это? Да, для избавления от алкоголизма, конечно, необходима психологическая помощь, лечение. Именно в Реснаркодиспансере проводится лечение именно по стандартам, то есть по порядкам оказания помощи по профилю психиатрия и наркология. То есть там утвержден стандарт по всей России, выполняются именно по этим стандартам. Также после лечения проводится стационарная реабилитация, амбулаторная реабилитация. И дальше уже по договоренности могут в дальнейшем уже направляться в отделение медицинской реабилитации. Это в Сумоне Легест Чедыхольского Кажуна. Там вот около 3 месяцев проводят лечение. То есть, чтобы достичь излечения, необходима ремиссия, вот длительная ремиссия, то есть не употребление алкоголя, чтобы искоренить вот эту привычку вот, зависимости. И вот что еще хочется сказать, что большинство у нас страдает именно трудоспособное население. То есть какие причины? То есть отсутствие работы, занятости населения. Вот, То есть много да, времени у да. человека есть. Например, если среди женщин, то до 35 лет уже очень много мамочек, которые имеют от 3 до 5 детей. То есть они живут на одни пособия. И дальше вот никакого как вот роста вот, в плане личностного роста, карьерного вот нет. И получается, человек может напрямую пойти вот по накатанной, то есть вниз. И хочется еще сказать, что если факторы риска высокие у человека, то он быстрее, если алкоголизм может развиваться в течение нескольких лет, а у человека имеются высокие факторы риска, то он может уже быть зависимым в течение за несколько месяцев. То есть какие-то факторы, ну, наследственность, да, гены. То есть если родители все близкие употребляют, то есть человек видит это как пример от родителей, от своих близких, друзей, то он также и ведет себя. На генном уровне это может быть алкоголизм? Ну, чаще несколько раз, чем в среднестатистической семье. То есть родители, если употребляют алкоголь, а рождается ребенок, у него уже в крови, это может быть вот эта передача? Ну, это индивидуально, конечно, но очень пример родителей и близких, это очень влияет на, Все на примере, получается. на воспитание и так далее, развитие ребенка. То есть в процессе общежития это может кто-то нарабатывать этот алкоголизм. Генный уровень этого большую роль Да. играет. Это не только по алкоголю, да, то есть мы сейчас и сердечно-сосудистая онкология, это же все, вот какая-то частичка гена, она все равно передается человеку от родителей. То есть и плюс еще вот Алиман Антоновна говорит, да, внешние факторы, да, то есть это вот видя, что человек, родители употребляют там и так далее. То есть для этого человека становится привычное дело выпить, да, то есть если раньше, например, детей никогда не садили за стол, да, то есть где употребляют алкоголь, да, то есть там, то есть их отдельно там, ну, чтобы не видели дети. То есть сейчас вот этого вот нету, к сожалению, потому что родители вместе с детьми сидят за одним столом, и дети тут, то есть, и вот этого вот нельзя. Дети зачастую не понимают уже, да, то есть, ну, это привычка, ну, то есть привычное дело, когда застолье происходит вместе с детьми. Вот усилием воли, благодаря врачам, вот человек бросил пить. Как это отражается на человека, на его физическом здоровье? Ну, ну, человек, во-первых, то есть наши социальные работники, то есть психологи, они в первую очередь и социальный паспорт оформляют на них. Дальше, после реабилитации, то есть он
во время заболевания утратил все свои вот эти связи родственные, дружеские, там, те, кто работал, мог потерять за это время работу, то они восстанавливают эти все связи и то есть реабилитируются более-менее. Ну и в плане физического здоровья также. То есть восстанавливается более-менее центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, также органы желудочно-кишечного тракта, половая система. То есть пока необратимые вот изменения не произошли, возможно, человек все это может восстановить. Необратимые последствия, это что там? Ну, как цирроз печени, да? Да, онкологические заболевания, то есть при систематическом потреблении рак, вот ротовой полости, пищевода, желудка, рак печени, также панкреонекроз, то есть это поджелудочная железа. Ну, вы говорили, что там друзья, коллеги могут отвернуться, да, и в то же время у нас бывает случаи, когда в компании сидят, гуляют, там говорят, ну что ты выпей, да, человек отказывается, что ты выпей, маленько, ничего, нормально. Ну, вот это тоже, наверное, да, влияет тоже на развитие алкоголизма. Ну, если у человека есть своя точка зрения, он может отказать сразу. Нет, я не буду употреблять это. Вот я... Как можно вот отказаться от предложения этого? Какие-то способы? Сейчас вообще у нас очень широко развивается здоровый образ жизни, да, то есть это, да, то есть люди стараются сейчас больше заниматься спортом, да, привержены к физкультуре, да, там, то есть и за счет этого снижается употребление алкоголя и вредных других привычек, которые есть, да, то есть поэтому когда сейчас это в компании воспринимается нормально, то есть на него, наоборот, есть поговорка: лучше быть белой вороной, да, среди черных, чем быть черным, да, то есть поэтому быть белой вороной среди своих близких или там в компании, это заражает людей, то есть они смотрят пример, что человек, например, вот он бросил пить, не пьет там уже какое-то много времени, да, то есть он своим примером показывает, что можно и не пить, находиться в компании, можно и не пить, и вести также, ну вот, также веселиться на уровне всех, да, то есть и поддерживать разговоры там и так далее. То есть это же все, люди для чего пьют вообще? Для того, чтобы расслабиться, да, для того, чтобы найти общий язык, например, да, там, может быть, просто психологически, да, вот эта вот разгрузка у людей, да. Если человек умеет себя разгрузить психологически, да, то он сможет это разгрузить и без алкоголя. И сейчас вот наши вот люди, вот наши граждане, они стараются, как бы видно, что и правительство у нас старается, чтобы людей были больше привержены к здоровому образу жизни, да, то есть потому что делаются спортивные площадки, делаются, велодорожка у нас сделана. По утрам на велодорожке очень много народу. Но, конечно, к сожалению, в основном это часть нашего старшего поколения находится, но тем не менее, то есть где старшее поколение, там и молодежь. Ну, кстати, я видел, что в последнее время и молодежь втягивается. Да, поэтому это все усилия, конечно, приносят свои плоды, да, вот, но, конечно, эти спортивные комплексы и так далее, то есть это все приводит к тому, что народ все-таки наш начинает осознавать, что здоровый образ жизни – это бич будущего, да, то есть если ты ведешь здоровый образ жизни, то, значит, у тебя успешное будущее, да, например. То есть ты красивый, ну, без лишнего каких-то вредных привычек, да, то есть это успех будущего, здоровый образ жизни, то есть человек, когда, например, тот мужчина пройдет, если он там с животиком, да, или рядышком с ним идет без животика, уже по-другому смотришь на народ, понимаете? То есть и вот сейчас отрадно, что наша молодежь все-таки она начинает заниматься спортом и каким-то образом вовлекает в этот спорт других, понимаете? То есть вот это очень приятно. Поэтому я думаю, что мы недалеко, мы все-таки будем поддерживать, да, то есть я имею в виду нашу молодежь со своими проектами и так далее, то есть где можно вести здоровый образ жизни. Ну, с нашей жизнью сегодня бешеная такая жизнь, просто скачешь, и у многих людей просто один выход остается только быстро снять это напряжение, да, именно алкоголь. Вот
Про снятие напряжения. Просто в организме вырабатывается при потреблении алкоголя гормон радости, дофамин. То есть при систематическом, да, повышается настроение вот при выработке этого гормона, но в последующем-то, когда уже идут нарушения гормональной системы, то есть это не происходит. Поэтому люди ошибочно думают, что, например, если у него сегодня что-то не сложилось, он пойдет, выпьет и снимет стресс. То есть это Проблему неправильно, да, не решит проблему. То же самое и с депрессией. То есть человек, если в депрессии, как антидепрессант, вот, начинает потреблять тоже алкогольные напитки, а наоборот угнетает, ухудшает, и депрессия, наоборот, затягивается. Вот опять же вернусь, что у многих работа такая, что работает прямо без выходных, да, вот. Каким образом вот это, вот, как человек может снять напряжение именно в таких ситуациях, без алкоголя? Самое главное вот найти хобби, то, что тебе приятно. Также и спорт очень снимает напряжение, то есть не только физическое, но и психологическое. Поэтому вот хочется, чтобы наше население, то есть наше поколение начали заниматься здоровым образом жизни, то есть и рождалось только здоровое, успешное поколение. Вот у нас человек осознал, что вот я стал алкоголиком, да, и в то же время не хочет афишировать вот обращение куда-то в больницу. Есть у нас какие-то вот, как в других странах, это как анонимные алкоголики, да, вот такое общество. У нас анонимные такие обращения может? Да, у нас есть общество анонимных алкоголиков, то есть они как находятся в администрации Кызыльского Кажуна, то есть они проводят работу. Это вот общество анонимных алкоголиков, это бывшие те же алкоголики, которые прошли лечение и дошли уже до того, через свой путь, на своем примере объясняют вот, людям, что можно достичь, вот как я. Это направление у нас есть, поэтому всем желающим, конечно, это ООО «Исток» занимается, и вот они находятся они в администрации Кызыльского Кажуна. ООО «Исток», администрация Кызыльского Кажуна. Ну, там можно найти, спросить. Да. Опять же, спросить человека будет стесняться, да, где у вас тут клуб анонимных. Вот, расскажите, пожалуйста, куда может обратиться человек в случае вот этого возникновения такой тяжелой ситуации? Да, могут обратиться в диспансерное отделение Реснаркодиспансера. Это город Кызыл, улица Юна Курседы, 157А. И стационарное отделение, то есть это по Калинина 29/1 на окраине города. Телефоны, пожалуйста, еще раз напомните. Значит, в диспансерном отделении 605-87 и в стационарном отделении приемный покой 535-80. Также есть горячая линия, это сотовая связь 8-923-546-95-23. Ну, у нас эта тема очень обширная, вот этот алкоголизм, да, у нас. Еще есть что добавить? Ну, у нас сейчас могу сказать, что, например, в Семи Кажунах реализуется программа, муниципальная программа, в которой как раз вот наш проект укрепления общественного здоровья, где как раз очень много задето тем по информированию населения в рамках любых вот таких вот дней, да, то есть где ведется и прямые эфиры со специалистами разных сфер, да, то есть это и у нас тоже имеются такие вот спортивно-массовые мероприятия, организуются в Кажунах, где привлечение как раз людей к спортивному, ну, к приверженности к здоровому образу жизни. Также у нас, вот, например, в 2021 году, в начале года, была реализована конкурс НКО, где победили у нас 2 НКО и построили, например, поставили в Дзюнхемческом и Пихемском Кажуне хоккейные коробки, как раз для того, чтобы народ как у нас был самозанят, так сказать, да, то есть чтобы нашли время, сходили, покатались на коньках в этих коробках и так далее. То есть и вот
в рамках вот этого конкурса у нас тоже был нынче разыгран еще раз грант, да, то есть на котором победили у нас «Холодное сердце», и будут построены тоже хоккейные коробки еще в 3 Кожунах. То есть и это тоже будет как раз вот для того, чтобы народ был привлечен к тому, чтобы заниматься спортом. Также вот в муниципальных программах наших, да, то есть утверждается и, например, готов к труду ГТО, да, вот сдача ГТО. Ну, конечно, вот эти сейчас наши ограничительные мероприятия, конечно, снижение дают то, что народу. Но, тем не менее, в промежутках они все равно проводят эти конкурсы, не конкурсы, а мероприятия «Готов к труду и обороне», да, то есть где получают люди значки, да, там по своим этим, особенно эти значки помогают при поступлении, например, школьникам, да, после окончания. То есть это тоже в свое время тоже приводит к тому, чтобы народ у нас, в общем-то, меньше занимался вредными привычками, да. Также вот в рамках тоже муниципальной программы, например, здоровье работника на рабочем месте. То есть это называется корпоративная программа, в которой тоже есть свои тематики, и одна из тем это алкоголь. То есть прочитание лекций, да, там, проведение анкетирования среди работающих. Но это анкетирование мы проводим не только среди работающих, но и среди студентов, школьников и так далее. То есть узнать, что же у нас все-таки происходит в среде, да, по уровню алкоголя. Да? Вот. То есть эти мероприятия у нас все проводится, и это мероприятие в рамках укрепления общественного здоровья. Эта программа у нас, она началась с 2020 года, да, то есть и вот мы реализуем эту программу. Это очень, очень хорошо, но у нас есть еще одна проблема, да, вот, особенно в нашем городе очень видно вот это вот у нас так называемый вот этот Арбат, да, вот, касающийся лиц без определенного места жительства. Как ведется работа именно по этому направлению? Или там уже невозможно так вылечить их? Ну почему? То есть нашим правительством вообще ведется то, что вот сейчас вот слышала, Wi-Fi, да, установили, чтобы заменить вот это общество молодежью. То есть если интернет, там больше будет собираться, больше молодежи. Ну, это только-только началось, дальше посмотрим. А так есть при мэрии МКУ-центр, да, вот, или медвытрезвитель. Вот есть... сейчас правоохранительные органы тоже больше стали обращать внимание, да, собирают их почти каждый день, собирают, вот, собака увозят, потом смотришь, вечером они опять снова появляются. Как именно они вообще излечимые, вот эти вот люди? Ну, конечно, это очень трудноизлечимая болезнь, но на начальных можно излечить. То есть от человека самого зависит и от его родственников, близких. То есть если они помогут, то человека можно излечить, вытащить из этой ямы, можно сказать. Ну, вообще, что отрадное есть у нас именно по лечению алкоголизма? Ну да, у нас... Процент излечимости большой у нас? Или... Ну вот я сказала, около 20-23% только. 20%. Ну, это все равно, это очень хорошая цифра, потому что человек, вы понимаете, да, что это психологически и физическая притяженность к зависимости, да, то есть поэтому с этими людьми очень тяжело, и с ними работают очень длительное время, то есть это работа не 1-2 месяца с этими людьми идет, да, то есть это люди из года в год вот так вот с ними работают, то есть их сначала полечили, их не бросают где-то там, да, что они сами по себе, да, их все равно ими занимаются в дальнейшем и психологи, там, и наркологи, и все работают с ними, потому что это действительно самая тяжелая болезнь, которую надо лечить. Вот ориентировочно у нас в год сколько регистрируется вот, именно официально? Вот официально около 3000. Около 3000 человек, да, у нас. Ну, тоже цифра такая большая. Для республики, да, для республики большая, с населением 320 тысяч с небольшим, да, конечно, цифра очень большая. Но как сказать, с борьбой этой проблемой, конечно, правительство, вот постановление 580. Ну да, в последнее время вообще видно, что ведется огромная работа именно по возвращению, по социализации, да, вот людей, алкоголиков, в нормальную жизнь.
проводилась работа по государственной антиалкогольной программе, да, с 16 по 20 годы, и продолжено вот постановлением утверждено тоже государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва, то есть до 25 года. То есть в рамках этой программы все, то есть межведомственная программа, все ведомства, они все вовлечены в профилактические мероприятия. То есть почему профилактические? Чтобы предупредить болезнь и лечить, то есть это же тоже экономически как больше денег, денежных затрат, поэтому на профилактику и как здоровое потомство нам нужна именно профилактика. Поэтому и хочется вот население призвать, чтобы 11 сентября в этот день трезвости, чтобы все поголовно отказались от употребления алкоголя и вообще не только в этот день, и в другие дни, и занялись здоровым образом жизни, то есть спортом. В идеале это Да. отказ от алкоголя и табака. Да. Я хочу призвать наше население к тому, чтобы они задумались, как они будут дальше жить и с кем они будут работать. То есть все зависит от вас. Вот, к сожалению, по статистике ДТП у нас в республике на первом месте, считая, из травмоопасных, да, и уносящих жизни наши. И, к сожалению, в 70% это происходит в алкогольном опьянении. Подумайте, задумайтесь, как вы будете дальше жить, если вы употребляете алкоголь. Если вы употребляете с помощью специалистов или сами можете отказаться от алкоголя. Тема очень обширная. К сожалению, у нас время ограничено программой, да, вот, время. И надеемся, что еще раз мы встретимся, еще раз поговорим именно на эту тему. И на этом наша программа завершается. Спасибо большое. До свидания.